Вещи, созданные руками мастера, никогда не выходят из моды. В эпоху массового производства все больше людей ищут уникальность, тепло и душу, вложенные в каждое изделие. О том, почему ручная работа остается востребованной, как рождаются авторские коллекции и что вдохновляет на создание новых образов, поговорим с дизайнером изделий ручной работы Кристиной Сузовой. Доброе утро, Кристина. Доброе утро. Добро пожаловать в нашу студию. Спасибо большое, рада вас видеть. Спасибо взаимно. Как утреннее настроение? Отлично. Как ваше лето проходит? Все хорошо, приехала на родину, рада быть у вас здесь в гостях. С приятным человеком будет интересно поговорить. Спасибо. Если рассказать, с чего начинался ваш путь в мир дизайна и ручной работы? Ой, история очень длинная. На самом деле я раньше коллекционировала кукол ручной работы. Я собирала, покупала. И я шить сама не умела, даже носки, грубо говоря. И как-то девочки, мои подруги сказали: почему ты не попробуешь сама сделать это? Я говорю, я и шитье это несовместимо. Вы видели, я даже не могу ничего пошить. Ну, действительно. И они сказали, ну попробуй. Ну, я говорю, нет, давайте забудем. И начался карантин, ковид. И мы вышли в отпуск, грубо говоря, на работе. Месяц я посидела, отдохнула, второй месяц тоже. И что-то мне стало скучно. Я думаю, а может быть, действительно, вот в голове вот, то, что девочки говорили. И я думаю, надо попробовать, дать себе такой вызов. И я дала, получилась такая страшненькая куколка. Но я помню, я назвала ее Страшилище, но это было милое Страшилище. Она не была настолько страшной, но она была очень милая, и я ее сразу мужу своему показала. Мы посмеялись, но я задумалась о том, что надо продолжить. Спрятала ее и продолжила. И так начался мой путь именно с кукол. Поэтому я создавала кукол, писала истории в Инстаграм про этих кукол, как мама их, описывала полностью характер куклы. И меня назвали Мама Роуз. Роуз, потому что я люблю розовый цвет, цветочки. И у меня все, грубо говоря, такое нежное, девчачье, розовое. Поэтому была Мама Роуз. Сколько лет создавали куклы? Года 3. Ну, это самые лучшие, наверное, 3 года в моей жизни. Что переломного случилось, что вы от одного искусства перешли в другое? Дело в том, что я как-то сидела, что-то смотрела в телефоне, какие-то видео, не связанные ни с куклами, ни с чем. И мне в голову просто так пришло, что я хочу почему-то корсет. Почему, не знаю. Просто вот реально, вот если быть честной. И я начала писать, искать девочек там в Кишиневе, спрашивать, почем корсеты. И на тот момент мне ответили, мне показалось, что я не смогу купить. И я подумала, вот ты ж кукол попробовала пошить, ну-ка попробуй и это сделать. Вначале было страшно, как обычно, но почему-то, на мое удивление, получилось с первого раза. Ну, может, потому что я очень сильно хотела этот корсет. Вот. Какой он был первый корсет? Он был красивый, скажется, это не кукла моя первая. Он был красивый, и я помню, я его выставила, и мне сразу написали, что а можно как-то у вас приобрести? Я как бы не собиралась не продавать ничего, я для себя сделала, для фотографий, потому что я люблю винтаж, и корсет это как бы моя тематика. И люди мне начали писать, слушай, это здорово, это так классно, и это меня очень сильно смотивировало. Насколько сегодня востребованы изделия ручной работы? Вы знаете, изделия ручной работы были всегда востребованы. Просто зависит от людей. Кому-то это интересно, кому-то нет. Поэтому это было всегда востребовано, но молодежь сейчас тоже стала, между прочим, интересоваться ручной работой. Просто зависит еще и от кошелька, грубо говоря. Авторские вещи, они чем отличаются от фабричных изделий? Ой, это даже сама работа. Вот, допустим, один человек делает все функции, которые делает фабрика, фабричные машины, да. Я начинаю.
лекала, подготовка лекала, самого рисунка, например, моего будущего платья, да, там может быть 10 разных кусков, разной формы. Я должна нарисовать эти куски, я должна их вырезать, я должна их выбрать ткань, на ткани их перерисовать, вырезать на ткани, потом между собой пошить, потом оверлоком пройтись. Ну, короче, там очень много работы. Этим уже даже отличается. Ну и любовью мастера, наверное. Какие изделия шьете? Что приходилось? Корсеты. Совсем недавно я начала шить платья. Как я уже говорила, это именно винтажные фасоны, потому что меня вдохновляет винтаж. Я обожаю смотреть какие-то детские книжки 50-х, 40-х годов. Там отличные иллюстрации. Здесь мы видим рюши, которые создают девичий стиль. Но взрослая девушка тоже может такое носить, потому что это что-то игривое. Все мы игривые и нежные девочки. Поэтому это создаст какую-то невинность и плюс женственность, и, может быть, омолодит немножко. А также вот рукава на резиночке, которые тоже такие маленькие фонарики. Это у нас такие шортики, это летний вариант. Можно в город, на пляж, на фотосессию. Вот тоже шортики короткие, как для девочки, например, и с рюшами, которые сделают красиво вашими ножки ровными. Я сделала корсет, как молдавские люди собирают урожай для вина. Ага, видите с рисунок? национальной нотой. Да, у меня всегда есть какая-то тематика к корсетам, и поэтому вот здесь именно национальная нотка. Он вот так у нас закрывается сзади. Допустим, на мне корсет, который спереди закрывается, а это сзади. Немножко разный стиль. Хочу показать, что вот здесь чисто, ни одного шва не видно, все спрятано. Можно, в принципе, сделать, чтобы были швы видны, но хочется, чтобы работа была максимально чистой, чтобы когда человек не только видел вот картинку такую, как классно, а чтобы он такой, о, здесь чисто, и от этого самому легче, приятно, что у меня такая классная вещь, как мне кажется. Это еще одно отличие ручной работы от фабричной. Не сказала работы. бы, не сказала бы. Это уже касается, как фабрика хочет шить и как мастер хочет шить. Очень многие шьют, специально оставляют швы. Просто конкретно мне нравится так. Мне кажется, так более приятно взгляду не только вот так смотреть, но и открывать, даже если кому-то подаришь, чтобы человек открыл, такой, классно. Спасибо. Ну и на вас тоже корсет. Да, Тоже прованский стиль, да, он сейчас очень популярный. Работа. Да. Ну, смотрите, я смотрю, у вас рисунки на ваших изделиях, они отличительные, Да. необычные. Да. Под них же надо подбирать еще образ весь, да? Вот вы Конечно. как собрали свой образ? То есть не Ну, под все подойдет корсет. Конечно, конечно. Но смотрите, если у нас на корсете рисунок есть, мы обязательно берем верх или низ, или платье без всяких цветочек, там, без Однотонные. рисунков. Да, однотонные вещи. Потому что наша цель показать корсет, какую-то яркую деталь. Если, конечно, у нас однотонный корсет, то мы берем цветочное какое-то платье, и он будет выделяться также. Ваш гардероб состоит из изделий, которые вы сами себе шьете. Я почему-то так думаю. Нет, на Нет? самом деле нет. Честно говоря, я знаю, какой это тяжелый труд. И если честно сказать, мне иногда очень даже жалко это носить, потому что я знаю, как я сижу и скрупулезно работаю над каждой деталью, над каждой, что я потом сама очень бережно отношусь к своим изделиям, вот честно. Поэтому мне легче, наверное, иногда что-то купить, потому что я не так буду относиться к вещи. Те работы, о которых вы говорите, вы с нами поделились, а мы хотим с нашими телезрителями поделиться. Мы сейчас посмотрим те короткие видео, которые вы запечатлели, фотографии, и ваш комментарий попросим, конечно же. Вот на мне этот корсет сейчас. Подбираете модели, да? Да, обязательно. Это та винтажная вещь, о которой вы говорите, да? Это воротники. Это вот национальные корсеты. Очень любят, кстати, наши. Молодежь носит? Конечно. Сейчас вообще в моду вошли корсеты, вы знаете, да, об этом?
Еще одно изделие видим. Это полностью образ вами созданный? Да, это полностью я пошила от нуля, от начала до конца. Здесь у нас куртка и у ребенка безрукавка. Здесь тоже куртка с отложенным воротником. Еще один вид. Да, они Еще все на один самом деле корсет. разные, но стилистика примерно одна. Это вы сами Да, моделью да. являетесь? Да. Нет, я просто заметила, что очень многим нравится, и многие понимают, как именно я представляю. Вот я пошила эту вещь, и я знаю, как ее показать лучше, как и любой другой человек. Еще одну курточку видим, да? Да, это тоже новинка, это проба пера, но мне очень понравились. Вот, наверное, я буду дальше делать. Как наше общество относится вот к таким интересным изделиям с нотками и природы, и женственности? Все зависит от людей. Кому-то такое нравится, для кого-то это очень ярко, может безвкусно, но мне никогда не говорили, что это безвкусно. Мне обычно, вот если я на улицах хожу вот так, я не стесняюсь так ходить, потому что я же должна рекламировать свои изделия. Люди подходят, кто-то фотографирует, говорит, можно я выставлю к себе, там покажу, и многим нравится, кто-то интересуется. Больше позитива, негативного я еще ничего не слышала, по крайней мере. Это интересно, необычно, на самом деле эксклюзивно. Да, Кристина, какие материалы используете? только натуральные. Лен, хлопок, сатин, все из этой серии. Почему эту серию? Потому что сами мои изделия, они просятся к этим тканям. Да и натуральные ткани – это круто. Орнаменты – это то, что вам нравится? Это патриотизм? Это любовь к традициям своего народа? Или что это? Да, все именно так. Мне очень сильно нравится, во-первых, наша Молдова, Гагаузия, вот эти вот национальные орнаменты в душе. Почему-то раньше я как-то к этому была абсолютно, мне было неинтересно это. А когда я стала немножко старше, когда я уехала в Тирасполь, мы сейчас живем в Тирасполе, я стала вспоминать свою родину, и мне прямо начало тянуть, что надо родину и сюда принести. Как подбираете узоры? Чисто по своему вкусу. Более привлекательные для вас? Какие тона? Вообще для меня красно-розовые, черно-красные, красно-зеленые. Это если касается национального стиля, да? У меня в моей жизни всегда вот так. Я могу делать абсолютно что-то другое, и мне, а давай сделаем так. Я беру и делаю, и оно получается лучше всего почему-то. Когда вот так, а не когда я сижу, план себе составила, думаю, я сейчас вот так сделаю. Нет, ты не сделаешь так. Лучше это когда вихрь в голове происходит. Ага. Бывает ли что-то, либо кто-то вдохновляет вас на создание новой идеи, нового изделия? Меня вдохновляет сама жизнь. Даже будь то, не знаю, колышущийся лепесток на дереве, красивые люди, улыбка моего ребенка. Все это меня вдохновляет. Я стараюсь подмечать всякие мелкие детали, потому что наша жизнь состоит из мелких деталей. И тогда, когда мы собираем все эти детали вместе, мы видим нашу красивую картину. Картину жизни. Сколько времени уходит на создание одного изделия? Смотря какого. Что именно вас интересует? Пусть будет корсет. Сейчас я научилась это быстро шить. А вообще 3 дня уходила раньше, 3-4 дня. Так как я, можно сказать, алкогольная швея, если так можно сказать, в швейном запое. Я могу сидеть целый день, шить, не кушать, не спать, не пить даже воду, чисто шить, потому что ты в это входишь в состояние, и все, ты не можешь ни на что отвлекаться. И если я оставляю, я не могу успокоиться. Я иду в комнату, нет, надо доделать, а вдруг потом не получится, как ты подумала. И в итоге сейчас это быстрее происходит. Какое изделие больше всего запомнилось? Наверное, не знаю. Мне каждое новое изделие запоминается лучше предыдущего. Не знаю, почему так. Нету такого, чтобы какое-то вот определенно. Либо, может быть, мой первый корсет, который я сама для себя создала. Там такой был прованский рисунок, домик. Я всегда люблю, кстати, домики на своих изделиях. Не знаю, с чем это связано, но мне кажется, это очень мило.
Сейчас я вот домик наблюдаю на изделии, Да. на корсете, который именно на Да, вас. мне кажется, домик – это что-то родное. Мне кажется, домик – это то, что должно нравиться всем. Не должно, неправильно сказала. Это то, что как-то будет касаться сердца каждого. У каждого есть свой домик, где счастье, радость, любовь. Вот так мне кажется. Первое изделие, первый корсет сохранили он у вас? Конечно, да, это что, моя любовь. С чем можно сочетать корсет? Только ли с платьем, только ли с юбкой? Нет. Корсет – это джинсы. А сейчас, так как девочки по-разному стилизуют, это и джинсы, это и шорты, это и, вот мы видим, на мне такая коротенькая блузочка и на блузку, и без блузки. Ну, я имею в виду юбка и только корсет, и на рубашки. И рубашки, и простой покрой, и пышные рукава, буфы. Это совсем абсолютно. Главное просто не переборщить. Если здесь рисунок, чтобы здесь не было рисунка. Это совсем абсолютно на самом деле. Базовая такая вещь на самом деле, но которая вас выделит среди толпы. На данный момент супер востребованы. Сейчас особенно молодые девочки, молодежь носит корсеты. Вот даже я, когда начинала шить, на это смотрели немножко так, с осторожностью. И девочки, и взрослые девочки. Но потом как-то вот блогеры, мне кажется, это привнесли эту моду. Даже не столько дизайнеры, сколько блогеры. И девочки многие следят, знаете, за блогерами, и они начали это любить и носить. И сейчас это супер популярно. Но для меня это было еще до популярности. Вы понимаете, потому что я люблю это, я люблю моду 20-х. Если корсет выйдет из моды, вы продолжите шить? Конечно, конечно. Безоговорочно, да. С какими трудностями чаще всего вы сталкиваетесь как мастер при пошиве корсета? Уже ни с какими. Я же уже столько корсетов нашила, что трудностей нету. Я сейчас сталкиваюсь с другими трудностями. Я начала шить платья, и так как у меня нет швейного образования, я сама покупала курсы, училась, ты сталкиваешься, вот когда ты не знаешь, у тебя не было базы, и ты сам эту базу нарабатываешь, да, с каких-то мастер-классов, с ютубов. И, допустим, здесь ты уже знаешь примерно плюс-минус базу этого платья, но я люблю шить платья, которые чуть-чуть посложнее, потому что мне немножко скучно шить то, что я в магазине могу найти, да? Поэтому, когда ты не знаешь что-то еще, ты начинаешь нервничать, потому что не получается, и надо терпение иметь, надо много терпения, потому что то шпулька закончится в машинке, то свет выключат резко, то еще что-то, то не получается, то ты просто не поняла, как это вообще весело. В каждом деле нужно просто терпение и опыт. Не зря говорят, там, например, мы берем на работу с опытом человека, да, кто-то обижается, я могу наработать опыт, но на самом деле действительно, когда у человека есть уже хоть какой-то опыт, легче. И когда у девочек, допустим, опыт будет минимальный, им самим захочется больше делать что-то. И они сами от своей любви к своему делу, особенно если у них будет получаться такая мотивация, то они сами будут расти и поднимать себя, скажем так. Кристина, ваши творческие планы наперед? Ой, можно я похвастаюсь? Я Да. верлок купила только недавно. Это была моя огромная мечта, и спасибо моему мужу, он поддерживает меня в моем деле. Именно он такой мотиватор и критик по этому делу. Я купила оверлок, до сих пор мне было сложновато, я скажу так. Я в данный момент в декретном отпуске нахожусь, спасибо моему маленькому сыну, что он мне позволяет шить. И поэтому дальше я планирую купить еще какую-то машинку профессиональную и расти в творчестве, что-то учиться лучше делать или новое что-то. Спасибо вам за участие в нашей программе, спасибо за интересную беседу. Желаем вам творческих успехов, и пусть ваши мечты сбываются. Спасибо. Приобретайте то, что вам Спасибо необходимо, большое. чтобы свое любимое дело реализовать и превратить в жизни загадочную, может, какую-то мечту для тех, кто в этом нуждается, кому вы дарите радость своими изделиями. Спасибо большое. И вам хорошего дня. Мне было приятно с вами пообщаться, как с подругой. Гостью провожая, хотелось бы напомнить нашим телезрителям, что вместе с нами этим добрым утром была Кристина Сузова, дизайнер ручных изделий
Это еще один пример того, что любимая работа может стать профессией. Профессией, которая доставляет и удовольствие творческое, и дарит также людям хорошее, замечательное настроение.